Это программа «Актуальное интервью», в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики» проводит планомерную модернизацию коммунальной инфраструктуры в районах республики, занимается строительством и вводом новых объектов теплоснабжения, обеспечивает централизованным теплоснабжением новые объекты. Какие мероприятия реализуются предприятием при поддержке федеральных властей на данный момент и каковы планы на ближайшее будущее? Такова тема разговора на сегодня. Гость у нас в студии Виталий Чикачев, генеральный директор предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики», народный депутат республики. Виталий Семенович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и прежде всего о том, какие новые объекты теплоснабжения построены и будут введены в этом году. Ну вот благодаря нашему главному документу, это стратегия развития предприятия до 30 года, есть один из таких серьезных и главных механизмов и инструментов по реализации стратегии, это наша инвестиционная программа. Вот наша инвестиционная программа, она разработана на 5 лет, и вот пятилетний цикл ее завершается в 2023 году. И в течение 5 лет мы реализовали 90 проектов, да, построили 90 объектов. Это объекты теплоснабжения, водоснабжения и мусорный полигон в городе Якутске. Ну, если говорить по реализации нашей программы, то одни из энергоэффективных мероприятий являются это перевод котельных на более дешевое и экологичное вид топлива, это уголь и газ. В течение 5 лет мы построили 29 объектов, из них 20 это газовых котельных и 9 котельных на угле. И действительно экономический эффект сразу дал о себе знать. Вот в течение как раз этих лет экономический эффект у нас составил порядка 900 миллионов рублей, ввиду того, что мы ушли от дорогостоящего нефтяного топлива и газоконденсата. Вот. Ну, по этому году, если говорить, то в 2023 году мы завершаем строительство 9 котельных. Это в Амгинском районе мы построили и завершаем строительство котельных в селе Абага, в селе Амга. В Мегино-Кангаласском районе мы строим 2 газовые котельные в селе Сорумалук и Беке. И, перевод строительства новое у нас угольных котельных в Татинском районе, это в селе Барабул и в селе Чичимах. И газовую котельную мы построили в Чурапчинском районе, в селе Талон и в селе Салык Обязского района. Поэтому модернизация, она динамично у нас проводится в нашем предприятии, поэтому процесс этот не останавливаем. Ну и стоит сказать о том, сколько новых объектов будет обеспечено централизованным теплоснабжением. Да, конечно, вот наша модернизация, она как раз и заточена под то, чтобы улучшить качество жизни наших потребителей. Ежегодно, мы подключаем не менее 1500 домов. В основном большая часть это, конечно, частный сектор. Вот, и в этом году тоже стало не исключением. В этом году мы, планируем подключить 1800 домов. На сегодняшний день 1600 уже подключено, и вот оставшиеся 200 домов до 15 ноября, работы у нас должны быть завершены. В рамках нацпроектов наша республика участвует в национальных проектах, строятся у нас школы, больницы, детские сады, поэтому, конечно же, наше предприятие здесь большую роль играет в части обеспечения теплоснабжения. В этом году мы 29 социальных объектов подключили к теплу. Также мы вместе с нашими коллегами-строителями участвуем в федеральной программе переселения из ветхого аварийного жилья. В этом году около 60 многоквартирных домов в новых застраиваемых кварталах в нашей республике мы тоже обеспечили теплоснабжением. Ну и вот говоря о федеральной программе, в начале программы мы сказали о мероприятиях, проводимых при поддержке федеральных властей. Вот немножко подробнее об этом и о ближайших планах на будущее. Ну вот последние годы действительно правительство Российской Федерации, да, в данном случае наше отраслевое министерство, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства большое внимание уделяет как раз развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры. Вот и в прошлом году, вернее в этом году весной и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, да, в своем послании Федеральному собранию тоже отметил то, что в течение 10 лет на развитие коммунальной инфраструктуры в России, да, для субъектов будет выделена беспрецедентная сумма 3,5 триллиона рублей.
вот, на развитие как раз коммунальной инфраструктуры. Но мы в течение уже 3 лет достаточно успешно участвуем во всех федеральных программах. Вот, одна из главных, наверное, таких программ в части коммунального развития — это программа «Чистая вода». Вот, мы строим уже 5-й объект. Вот, напомню, в городе Алюпинске построили водочистную станцию. Да. Сейчас у нас на завершающем этапе, в этом году мы сдаем объект в селе Амга. Вот, в этом году начали, и в следующем году завершаем строительство и сдаем в эксплуатацию объекты в селе Алтанцы Амгинского района, в Верхнем Бестяхе Хангаласского района и в самом отдаленном арктическом населенном пункте, поселке Батагай Верхоянского района. Тоже начали в этом году проект и в следующем году реализовываем и сдаем. Дальше, есть проекты, по которым строятся теплоисточники, это котельные. Вот в этом году мы завершаем строительство 6 котельных по программе Фонда развития территории. Берем займ 3% на 25 лет. И вот как раз за счет этой федеральной поддержки мы обеспечим теплоснабжение жителей как раз 5 наших районов. Ну и вот буквально 2 месяца назад мы прошли защиту в правительственном оперативном штабе. Вот защитили заявку нашу на строительство котельным на биотопливы. Это у нас уже 2-й проект. Вот напомню, что в 2020 году в Ивено-Бытантайском районе в поселке Джаргалах мы построили котельную на щепе. И такой же проект мы защитили уже в Министерстве строительства Российской Федерации. В селе Кустур, тоже Ивено-Бытантайского района. Это у нас самые отдаленные, самые труднодоступные населенные пункты и районы Ивено-Бытантайские, где у нас котельные работают на нефтяном топливе. То есть исходя из того, что мы построим котельную на древесной щепе, вот, мы сократим как раз транспортные затраты. И это достаточно такой колоссальный экономический эффект будет. Ну и сегодня ваше предприятие реализует еще уникальный проект на вечной мерзлоте. Это полигон для твердых коммунальных отходов. Вот скажите, на какой стадии сегодня проект и когда планируется его сдать? Отрадно то, что этот проектно-сметную документацию разработала наша дочерняя компания «Ремстройпроект». Это наша проектная мастерская, которая в течение 2 лет прошла все стадии и публичных слушаний, и проектных изысканий, и прошла экологическую экспертизу, и получила экспертизу, главгосэкспертизу в городе Москва. И вот с прошлого года, с лета, мы начали реализовывать строительство этого достаточно масштабного и исторического проекта для города Якутска, ну и для всей нашей республики. Проект действительно уникальный, потому что аналогов в Российской Федерации на сегодняшний нету. Вот в рамках нового законодательства, мусорной реформы, которая началась с 2019 года, таких проектов еще построено не было на вечной мерзлоте. Поэтому у нас действительно это первый проект. Вот, и надо сказать, что этот проект он не вышел у нас комом. Проект на сегодняшний день полностью реализован. Ну и вот он построен на площади 46 га, 27-м километре Вилюйского тракта. Она подразумевает у себя строительство 4 карт, где будут захороняться отходы, и построены к нему производственные объекты. Это здание административное, гараж на 8 единиц спецтехники, построена очистная станция, где будут очищаться сточные воды, да? Построена автовесовая, дороги, уличное освещение, то есть вся инфраструктура для того, чтобы должным образом полигон работал. Но полигон ведется в эксплуатацию в следующем году, потому что мы здесь должны увязать его с мусоросортировкой. В рамках концессии, которую подписало правительство с частной компанией, ведется разработка проекта. Вот, и до конца, как я в курсе, что до конца года этот проект должен быть разработан, пройти экспертизу, и со следующего года, до конца года, проект мусоросортировки должен быть построен. И предполагается, что от общего плана объема
Значит, 40% значит, твердых коммунальных отходов они должны дать вторую жизнь. Это дерево, бумага, пластик. Вот. А то, что на переработку не пойдет, это процентов 60, как раз будет захоронено на нашем новом полигоне со всеми соответствующими современными требованиями. Виталий Семенович, кроме модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в регионе, ГУП-ШГХ задействовано в обновлении объектов подшефного для республики города Кировская. Вот о том, какие мероприятия исполнены в этом году и что предстоит еще сделать. Да, действительно, мы второй год уже работаем на Донбассе, в городе Кировская. Вот, напомню, в прошлом году мы построили и восстановили 32 объекта. В этом году, значит, согласованы планы с местной администрацией и с правительством Донецкой Народной Республики у нас подразумевало, значит, восстановить 29 объектов. Вот, на сегодняшний день все объекты восстановлены. Я вот вкратце расскажу. У нас, значит, 10 улиц было, значит, отремонтировано дорожного полотна. В общей сложности мы восстановили 44 тысячи квадратов асфальта. Значит, 6 объектов образования, это детские сады, школы, было заменено, значит, кровля, значит, были проведены, значит, замена системы отопления, система водоснабжения и система электроснабжения во всех вот этих 6, значит, дошкольных и школьных образовательных учреждениях. Было также проработано у нас мероприятие по замене кровли в больнице. Восстановлен рентген-кабинет, один из таких главных и нужных, наверное, кабинетов с заменой полностью современного оборудования. Вот. Ну и одно из, наверное, таких главных мероприятий, которое проведено в городе Кировская, где место для, значит, притяжения всех кировчан, да, был реконструирован новый парк, парк Победы. Вот, построен фонтан, значит, построены беговые, велодорожки, ну и зона отдыха. И сегодня вот это действительно то единственное место, где вот жители сегодня приходят, встречаются. Также для государственных нужд было, значит, реконструировано и полностью оборудовано здание многофункционального центра. То есть процесс у нас на завершающем этапе, и готовимся мы к планам 2024-2025 года. По планам 2024 года у нас стоят 46 объектов, и, как говорится, на 2025 год 48 объектов мы тоже должны провести дефектную видимость, значит, разработать и, значит, осметить уже все виды нашей работы. Поэтому мы работу на Донбассе в Кировске не заканчиваем, вот, работы ведутся, и также думаем о планах 2024-2025 года. Ну и в завершение коротко о том, какие новые задачи сегодня ставят перед собой предприятия для повышения эффективности деятельности. Ну, как я вот сказал, еще один цикл нашей инвестиционной программы с 2019 по 2023 год он завершен, поэтому мы сейчас должны разработать новые планы, значит, на 2024-2028 год по строительству наших объектов теплоснабжения, водоснабжения. Вот. Есть планы у нас по разработке угольных месторождений в Момском районе, который нам сократит наши эксплуатационные затраты. Если мы будем добывать уголь в Момском районе, мы, конечно же, сделаем переводы наших котельных в Обыском, Момском районе, которые работают на нефти, на местные угли. Будем также, конечно, значит, восстанавливать и обновлять автопарк для наших производственных нужд. Спасибо, Виталий Семенович, что нашли время, чтобы принять участие в нашей программе. Желаем вашему предприятию дальнейших успехов в работе. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся в эфире.